последний и решительный. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, сможет ли таджикский Панджшер дать отпор талибам. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Молниеносное наступление боевиков Талибана в кратчайшие сроки, взявших под контроль 33 провинции Афганистана после столь же молниеносного бегство военного контингента НАТО предопределило дальнейшую судьбу страны. Исламской республике в скором времени предстоит превратиться в Эмират. Между тем пока еще сохраняется один маленький, но весьма болезненный для террористов нюанс. Та самая 34-я, не сдавшаяся им последняя провинция Панджшер. Талибы выдвинули значительные силы, усиление бронетехникой и артиллерией, придавая тем самым весомость своему ультиматуму о сдаче провинции под их контроль. И вскоре весь мир узнает, станет ли последний оплот антиталибского Северного альянса теми самыми граблями, на которые не рекомендуется наступать дважды, либо военная помощь исламских радикалов, изрядно возросшая благодаря брошенным при паническом бегстве войск запасами вооружения, перемолят отряд сопротивления. Помимо природной неприступности Панджшера, есть еще одно немаловажное обоснование стойкости его защитников. Это национальный состав населения провинции, абсолютное большинство которого представлено этническими таджиками. Собравшиеся под знаменами сыновей прежних лидеров Северного альянса Ахмад-Шаха Масуда и Абдул-Рашида Дустума, почти все национальные меньшинства Афганистана знают, что при власти талибам им жизни не дадут. Радикальные исламисты, подавляющее большинство которых составляют пуштуны и прежде считали их людьми второго сорта, а уж предстать перед ними побежденными, то репрессии обрушатся по полной программе, вплоть до этнических чисток. Претендент уже был в Мазаре-Шарифе. Так что мотивация у защитников Панджшера железобетонная. Моральный дух их отрядов весьма высок. Случаев массовой сдачи в плен, как с подразделениями армии Афганистана, ждать не приходится. Кроме того, в провинцию, ставшую в очередной раз символом сопротивления со всех концов страны, потихоньку стягиваются вооруженные группы непокоренных жителей, как военных, так и гражданских. С другой стороны, и сами талибы, несмотря на громкие заявления, не горят желанием штурмовать неприступное ущелье, ограничиваясь ультиматумами и бряцанием оружия. Кроме того, они нуждаются в признании мирового общества и пока вовсю демонстрируют приверженность к решению всех спорных вопросов путем якобы мирных переговоров. Недостаток людей, вооружений и боеприпасов по сравнению с противником не является достаточным аргументом в пользу победы Талибана над защитниками Панджшера. В конце концов, Ахмад-Шах Масуд в свое время с 5000 бойцов успешно противостоял и многотысячному контингенту советских войск и отрядам Гульбедина Хекматиара и самим талибам, говорит эксперт по Ближнему Востоку Александр Афанасьев. По его словам, все, что требуется в данный момент Северному Альянсу-2, это поддержка извне. В прошлом отрядам Масуда оружие и боеприпасы доставляли вьючные караваны из Пакистана. Сейчас такое невозможно, но есть и другие способы доставки. На днях появились слухи о том, что сторонникам сопротивления удалось наладить воздушный мост Панджшер из Таджикистана. Понятно, что помощь, если она действительно была, носит чисто символический характер. О ее практической ценности говорить не приходится, учитывая, что переброска военных грузов осуществляется вертолетами. Ахмад Масуд, младший сын легендарного командующего, обратился с призывом к мировому сообществу оказать помощь с оружием, боеприпасами и снаряжением, пока реакции США и Европы не последовало. А как вы считаете, есть ли у Панджшера возможности выстоять перед талибами? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. По мнению большинства военных экспертов, без военной помощи из-за рубежа Северный Альянс-2 обречен на поражение. Численность его бойцов даже с учетом примкнувших союзников не превышает 15 тысяч человек. Талибан в состоянии выставить против них до 100 тысяч боевиков. Кроме того, в руки талибов попало огромное количество современного оружия натовского стандарта вкупе с боеприпасами. Недостатка в ходе ведения боевых действий они не будут испытывать еще долгие годы. Войска Талибана 1,5 года воевали с военнослужащими контингента НАТО, наработав в итоге солидный боевой опыт. Почти все они прошли теоретическую и практическую подготовку в полевых лагерях на территории Пакистана, Ирака и Сирии. Естественно, в плане боевой выручки они на голову превосходят большинство бойцов ополчения Северного Альянса. Кроме того, и сам авторитет военных лидеров сопротивления достаточно сомнителен. И Масуд-младший, и Дустум-младший не обладают яркой харизмой своих знаменитых отцов. Единственным лидером, обладающим и авторитетом, и реальным опытом эффективной борьбы с талибами, остается уроженец Панджшера, экс-глава спецслужбы и вице-президент Афганистана Амрулла Салех.
Говоря образно, паншерский лев наводил ужас на противникам своим рыком, откуда бы они ни раздавались. Гений тактики и стратегии, благодаря многочисленным победам над гораздо более сильными врагами, заставил весь мир себя уважать. Его сын также получил высшее военное образование за рубежом, но между теорией и практикой большое расстояние, говорит военный эксперт Рустам Габидуллин. Он уверен, что талибы ни за что не откажутся от идеи захвата провинции Паншер, ведь это ключ ко всему северу Афганистана. Оседлав перевал Саланг, они возьмут под контроль единственную стратегическую автотрассу отсюда до Кабула, и ради достижения этой цели они пойдут на все. Как вы думаете, как в будущем будет развиваться ситуация? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!